Так, ну что, продолжаем. Я здесь. Просто долбим дальше. Кемир. Получается, ну, я много пропускаем, да, конечно. Тут ненужное тоже есть. То, что я просто от темы не уходим. Как бы в донос про пидорасию. Вот еще раз повторили они этого черта Шульмана и это овцу, блядь, и опять этот Руслан Кемаля Аузанатович, блядь, Валеев, блядь, Германии. Давайте послушаем чуть-чуть. На каких бы условиях не закончилась или не приостановилась нынешняя кампания, они будут проданы как победа на телевизионном рынке, и они обществом, если не сразу, то через некоторое время, я думаю, что короткое время будет воспринято как поражение. Как только первая эйфория от того, что больше не стреляют, уляжется, вопрос, а что это было и зачем, станет перед обществом в целом и перед каждым причастным человеком в отдельности. На каких не... Ну, понятно, оно встанет потом, послезавтра, нахуй. Как с Афганом, блядь. И чё? Живут же, блядь. Живут же они, блядь, еще на войне сейчас в Украине. Они живут, им похуй. Этот узкий мир, блядь. Узкий мир. У башқұрт-татарға да шулай ғой, блядь. Чечен Дагестанға да шулай, блядь. Им до пизды, блядь. Давайте, что тут кто-то написал. Согласимся или нет, почитаем. На этом видео запредельный уровень непонимания того, что такое российское общество. Шульман говорит, что вскоре после остановки войны общество в целом и почти каждый человек в отдельности зададутся вопросом, а зачем вообще была война? Пиздец. Окей. На самом же деле 90% российского общества абсолютно наплевать и на этот вопрос, и тем более на ответ на него. Ниже перечень вопросов, которыми на самом деле будет задаваться более-менее усущественная часть российского общества после остановки войны. Ну, давайте послушаем. Когда наконец разблокируют международные карты, пиздец. Когда наконец-то мы снова сможем официально покупать западные авто, когда наконец нам снова без ограничений будут давать туристические визы, когда снова станет побольше развлекательных передач на ТВ, никаких других вопросов общество волновать не будет. Но это слабо. Слабо. Тут, конечно, некоторые такие тезисы этого одного какого-то человека, чувака, не знаю, кто это писал. Но я вам скажу, будет более даже другие вопросы будут нахуй. Первые, когда закончится война, допустим, они спросят, а где наши вот эти нахуй люди, которые пропали нахуй, и за них деньги, блядь? Это первый вопрос будет у них, блядь. Особенно у этих узкожопых женщин, блядь. Да и у башкиртов и татар то же самое будет, нахуй. По всему, нахуй, этой пидорасии будет вопрос, блядь, где наши деньги, где наши мужья, где они вообще, нахуй? Потом, вернуться, нахуй, запчасти. Вернуться, нахуй, полуинвалиды, нахуй. Вернуться вообще, нахуй, ни ноги, ни руки, нахуй. И начнется, нахуй, сыр-бор. А где наши инвалидные деньги? Где наши, нахуй, блядь, ступеньки? Где наши коляски, нахуй, инвалидские? Где наши, нахуй, медали, блядь, нахуй? Или что-то в этом роде, нахуй. Кресты от Путина, нахуй, в жопе. Или что-то еще, блядь, нахуй. Да хуя вопросов будет. И самый интересный будет вопрос. Еще один. Это мы 1000 раз читали, говорили об этом, нахуй. Вопрос, блядь. Все же эти, нахуй, уёбки, нахуй, которые сейчас работают, нахуй, эти манкурты ебаные, нахуй, блядь, и в Башкортостане, в Татарстане, особенно Астан района, блядь, нахуй, которые день и ночь что-то делают, свечки, хуечки, нахуй, отправляют. Они будут задаваться другим вопросом, блядь. Куда мы пойдем работать, нахуй? Им же, наверное, за что-то кто-то платит, нахуй, где-то что-то, блядь. Или на халяву они что-то делают. Вот где кто-то платит за работу, где они получают зарплату, блядь, они будут вопросом задаваться. А всех же уволят, ну, так сказать, уволят, нахуй. Уже ничего не надо будет, нахуй. И все. Все встанет, нахуй. Это дохуя, во-первых, нахуй, этих инвалидов вернутся, безработных, нахуй. Дохуя, блядь, нахуй будет, я не знаю, блядь, бомжей, блядь. Плюс еще внутри будет, нахуй, полный беспредел дерьма, который, нахуй,
сейчас уже происходит, нахуй. И потом, вот эти, кто, блядь, примерно зарабатывал, вот которые, блядь, мне еще вот эти сучки ебаные, нахуй, девчонки, которым я пытаюсь, нахуй, где-то там пиздеть с ними, мне пишут, нахуй, типа, у нас все хорошо, Татарстан цветет, Башкортостан цветет, нахуй, все нормально, нахуй, у них работа есть, бабки есть, нахуй. Посмотрим, посмотрим, время покажет. Время покажет, вот как это будет все, нахуй, происходить, блядь, нахуй. А мне кажется, будет, нахуй, 91 год, нахуй. Когда все будут, нахуй, по талонам, бабок не будет, нахуй, на талонах будет стоять, нахуй, за буханкой хлеба, нахуй. Вот примерно вот такая хуйня будет. Но чуть-чуть с отблеском 21 века. Потому что на руках будут телефоны. На руках будут телефоны, очередь по телефону, нахуй. Или там на табло, нахуй, будет стоять. Следующий за хлебом. Никто не будет кричать. А просто будет табло. Ага. 50 номер за буханкой хлеба. Сколько у вас в семье? 4. А ну, значит, 3,5 буханки, нахуй. Примерно вот такая хуйня будет, нахуй. И может, опять-таки, нахуй, блядь, если, как обычно, нахуй, американцы, нахуй, еще кто-то, нахуй, им не начнет помогать, нахуй, снова не зайдут, нахуй, вот эти, откроются санкции и так далее, может быть, вот это все поменяет, блядь. Резко они забудут это все, нахуй, дерьмо. Ну, вряд ли. Потому что дальше больше я просто буду поражаться, нахуй. Вот как раз по этой теме что-то тут происходит, нахуй. Ну, тут это в Кубе, нахуй. Новое потрясающее видео с острова Свободы Кубы. На пустых полках в супермаркете наглядно видны завоевания социализма. Охуеть, нахуй. Куба, пустые полки, блядь. Если это правда. Даже такой рай, как Куба, с отличным расположением, прекрасным климатом, выдающейся архитектурой совки, немного постаравшись, смогли превратить в настоящий ад. Да хуй его знает, ну-ка. Ночис, нахуй, вот это, блядь, нахуй. Бразилиану, бля, испаньолу, нахуй. Понятно, нахуй. Кубинский, нахуй, только там, блядь, сигары или, нахуй, как говорится, кутак, марабутак, нахуй, в магазинах смотрю, блядь. Ну, пусть побольше, нахуй, с узкожопами трескаются, нахуй, блядь, в десна, блядь, нахуй. И нормально будет, нахуй. Голод и так что и пидорасию ждет. Вот такие же полки, нахуй. Не надо Кубы удивляться. У вас самих то же самое, нахуй, будет, нахуй. Хуи будете сосать, нахуй. Чьи-нибудь. Уебок. Так, идем дальше. Опять, нахуй, это Захарченко, нахуй. Хуевый, блядь. Отключение Прибалтики от БРЛ служит продолжением уничтожения имевших предпосылки процветания стран и народов, заявила ТАСС. Мария Захарова, комментируя реакцию фон дер Ляйен, которая назвала решение стран Балтии свободы от угроз и шантажа. Ну да, вроде бы я где-то в новостях слушал, то, что от электричества избавляются от этой пидорасии, нахуй, и получается в Латвии везде там будут, нахуй, вот эти ветряные мельницы, которые ветряные эти пропеллеры, нахуй, которые качают, как в Германии, свет, короче. Нормальная тема, мне тоже понравилось. Башкортостан, Татарстан тоже мы можем поставить такие, нахуй, когда будет у нас независимость, нахуй. Так что и так можно, да и вообще все можно будет ставить, нахуй, чтобы у всех был свет свой, нахуй. Вообще бесплатный, нахуй, он был, блядь. Алла берса. Вот примерно так. Так что, туганлар, не сдаемся. Олга Башкортостан, Олга Татарстан. Сейчас продолжу, время заканчивается. Вот придется так уж работать пока. У меня нет пока подписчиков, так что никто не хочет подписываться, поддерживать, получается, мои каналы. Так получается. Ну, я все равно не сдаюсь. Вот по 10 минут будем закачивать. Хуйня. Война. Прорвемся.